По лесной полянке разбежали зайки. Утром понедельника малыши в теплых костюмчиках греются физкультурой, но уже без обогревателей. Теплоснабжение в детском саду восстановлено, социальные объекты – высший приоритет. Причем сотрудников «Солнышка» можно назвать настоящими героями Заполярья. Воспитатели и нянечки сами дополнительно обогревали помещение, и детский сад работал даже в самое сложное время. Мы работали без остановки в обычном режиме. Мы создали все условия, чтобы наши дети посещали детский сад. Дополнительные обогреватели включали. И температурный режим соответствовал от 17 до 20 градусов в групповых комнатах. Садик ни один день не был закрыт. В начале недели на соцобъектах поселка было восстановлено теплоснабжение. В больнице, детском саду и школах наконец выключили обогреватели. Это стало возможно в прошлое воскресенье, когда после ремонта и всех пусконаладочных испытаний в работу вступил третий котел поселковой котельной. Причем его якутские коммунальщики отремонтировали действительно стахановскими темпами. В течение 5 дней произведен капитальный ремонт конвективной части. То есть, никакие нормативные сроки это не вписывается. Даже вот федеральные товарищи здесь, которые находятся в министерстве, никак не рассчитывали, что возможно такое сделать здесь. Но, тем не менее, наши люди доказывают другое. Вопреки всем нормативам, работая в 2-3 смены, не жалея себя, эти работы проведены, и мы имеем готовый рабочий котел. На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы в поселке Тикси официально завершены. Сейчас коммунальщики кое-где еще ведут мелкий ремонт. Меняют радиаторы и реконструируют сети внутри квартир. Но в целом работа завершена. Всего в АВР было задействовано более 150 человек. Тикси помогали сантехники со всех концов республики. Сейчас главная задача коммунальщиков – возобновление строительства новой котельной. Вводом этой котельной мы, конечно же, повысим качество услуг, увеличится надежность обеспечения теплом поселка. Кроме того, полностью будет завершена реконструкция тепловых сетей нижней части поселка. Верхнюю мы поменяли 2 года назад. В комплексе эти мероприятия в соответствии вместе с источником тепла обеспечат надежность и дадут уже тепло качественное. Поднимут на определенный высокий технический уровень работу коммунальных служб в поселке Тикси. Еще во время своего визита в Тикси президент республики высказался о необходимости перерасчетов коммунальных платежей. Ведь во время аварии, фактически не получая тепло, тиксинцы исправно платили квартплату. Да и счета за электроэнергию, учитывая круглосуточную работу ТЭНов, накапали немалые. И в начале этой недели вышло распоряжение правительства о компенсации затрат тиксинцев на коммунальные услуги. Все сверхнормативные затраты возьмет на себя бюджет. Тиксинцы заплатят по нормативам. Все, что было сверхнормативно потреблено, будет компенсировано компанией «Якутскэнерго» за счет республиканского бюджета. Кроме того, обсуждается второе постановление правительства о комплексном развитии Булунского района. В нем расписана реконструкция теплосетей поселка, строительство и пуск котельной до осени этого года. И, что немаловажно, учтена и соцподдержка тиксинцев. Особое внимание детям поселка. Республика, бюджет республиканский, выделит деньги на отдых детей булунцев. 115 детей будет отдыхать здесь, в Якутске, в Краснодарском крае. Сейчас, весной, когда у нас традиционно начинается Олимпиада для выпускников, часть выпускников Булунского вуза сможет приехать сюда, чтобы досрочно сдать экзамен, пройти Олимпиаду и досрочно поступить в вузы страны. Сейчас, по данным коммунальщиков, котельная поселка работает в штатном режиме. Давление и температура стабильны и в рамках нормы. В поселок по земле и по воздуху завозят все необходимое для завершения строительства новой котельной. Афанасий Николаев, Вадим Ганкевич и Афанасий Егоров. Якутия день за днем. Якутск, Тикси.